Ярмарка еще не открылась, а здесь уже выстроилась целая очередь. Предприниматели привезли свою продукцию целыми тоннами. Желающих запастись продуктами первой необходимости всегда много. Хадижат Галисханова тоже пришла с утра пораньше. Организация ярмарки, по ее словам, на высшем уровне. Если бы часто она делалась, было бы прекрасно. На рынке цены кусачие, а здесь цены приемлемые по нынешней ситуации. Нормально, думаю. А что собираетесь еще взять? Еще картошку хочу взять. Яблоки мы купили с утра уже. Для покупателей не менее важно, что продукты местного происхождения. Здесь же представлена продукция Карабулакского мукомольного комбината. 50-килограммовый мешок муки стоит 1000 рублей. За качество продукта ручаются. В рамках продовольственной безопасности мы вывозим свою продукцию на рынок по доступным ценам для населения нашего. Мы продаем муку высшего сорта по цене 1000 рублей за мешок. Это очень приемлемая цена, я считаю. Те, кто бывает на рынке, знают, наверное, цены на рынке. Ну, сейчас начинают продавать. Но вчера мы продавали в Назрановском районе, там, по-моему, 13 тонн было. Ну и здесь будет тонн 8-10, наверное, пока. Цены ниже рыночных. В этом убеждают сами предприниматели. Микаил Белхароев сегодня в роли и продавца, и покупателя. У него свое КФХ. Фермер признается, цены должны быть приемлемыми так, чтобы самому захотелось купить товар. Приемлемая цена здесь и на овощи. Морковь, которая входит в борщевой набор на ярмарке, можно приобрести гораздо дешевле. Картофель по 40 рублей, лук за 300, капуста 50. КФХ губы частные предприниматели. В стороне не остался никто. К примеру, рыночная цена на мясо 400-500 рублей. Здесь же заметно ниже. Мясо собственного производства. У нас в селе стоят на откорме, незавозные, ничем не колотые, абсолютно здоровые, на естественном корма выращенное мясо. В честь ярмарки сегодня продаем по 350, другие места стоят 400, мы по 50 снизили, продаем по 350. Дело чудо. Фрукты, соки, молочная и мучная продукция. Разнообразие удивит каждого. 5-литровая банка ставропольского меда, к примеру, стоит 2000, когда рыночная цена 2500. Кстати, главным плюсом ярмарки можно смело назвать шаговую доступность. Палатки расположены близко, а это значит, пока один член семьи выбирает, что именно взять, другой уже загружает товар. Да, это удобно довольно-таки. Все близко, все, в зоне доступности все скомпоновано хорошо. Мне нравится. Цены сильно отличаются? Да, дешевле здесь, чем на рынке, намного дешевле заметно. Поэтому думаю, что можно брать. Ярмарка ваша, я хочу, дик бог бы, ишь хамады, хан элч маслол чхамаш, юч хаман махт махит би, ах нахач, гойли юлждер, дел ряс хол ердик дихачна. Это третья ярмарка из запланированных 18 в регионе. Их организует Минсельхоз по указанию главы Ингушетии до конца апреля. Такие меры приняты, чтобы не допустить необоснованный рост цен на социально значимые товары. Каждое утро это мониторинг цены на оптовых рынках и стараемся делать цены ниже, от 10 до 20% ниже. На разные продукции по-разному получается. Покупатели покидают ярмарку с полными сумками. Следующая такая продуктовая выставка пройдет в Сунже 27 марта. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.